Обряд носит чисто символический характер, поскольку каждая девочка из абазинской семьи с самого юного возраста искусно владела иглой и нитками. В новой семье она начинала шить не сразу. В определенный день свекровь приглашала уважаемую дочь рода Атпха, которая славилась своим шитьем. Накрывала праздничный стол, по такому случаю готовили сладкую мучную халву. Свекровь зазывала на торжество соседок со словами: «Наша невестка сегодня будет делать 3 стежка с иглой, приглашаю вас». Атпха приносила с собой в подарок отрез ткани, нитки, иголки, наперсток. Со своей стороны невестка готовила свой ответный подарок. Заловка передавала иголку с ниткой, желая молодой счастья в семье. Показывала особенности вышивки дамагатамги рода. Если у рода были запретные дни мшрадж, невестки озвучивали, в какие дни и почему нельзя было шить. В давние времена бывали поверья, что если в роду в один из дней в неделе произошло большое горе, то они давали обет именно в этот день не шить, дабы не накликать в последующем беду. И такое поверье о запретном дне шло из поколения в поколение. Сидя за угощениями, присутствующие наблюдали, как невестка умело пользуется иглой. В этот же день ей давали новое имя. Чаще это были ласкательные имена. Невестка давала в ответ новые имена заловкам и деверю. В Красном Востоке обряд немного отличался от других селений. Здесь главную роль в проведении торжественной передачи иглы новоиспеченной невестки чаще всего возлагали на супругу друга, у которого находился жених, пока шел свадебный процесс кечера. Жених в этой семье считался близким, и между двумя семьями устанавливались тесные дружеские связи. Молодая женщина приходила к невестке не с пустыми руками, а с подарком для нее. Состоял подарок, как правило, из отреза красивого материала, новых ножниц, иглы и ниток. На отрезе женщина проводила символично 3 стежка с благопожеланиями молодой невестки и передавала ей в руки. Та, в свою очередь, брала материал и умело продолжала шить дальше. Церемония заканчивалась застольем женщин, где произносились самые искренние пожелания новой семье. Таким образом сформировалась своеобразная самобытная культура, вобравшая сотни различных этнических культурных традиций. Каждый момент в обрядах нашего народа имеет сакральное значение и хранит мудрость бытия.